Можно ли у нас в Казахстане проводить митинги? Конечно же, вопрос риторический. Выяснилось, что никак нельзя, потому что все места заняты. Суд в своем решении сказал, что местный исполнительный орган обязан публиковать на своем сайте информацию как минимум о планируемых мероприятиях, дате их, там, времени начала и так далее, и тому подобное. И тут вдруг в марте появляется на сайте Акимата список, в котором указано место, время и слово «согласовано». И, значит, в марте и в апреле таким образом, как будто у нас в Астане проходит 120 собраний в месяц, то есть по 4 собрания ежедневно. То есть это в том числе и митинги? Да, это митинги, там шествия, какие-то пикеты, ну то есть все формы мирных собраний. Ну, мы понимаем, что это, конечно же, Филькина грамота, будем называть вещи своими именами, то есть у нас не проходит 4 собрания ежедневно. Ну, для чего это делается, я думаю, тоже понятно, чтобы люди, которые хотят провести мирное собрание, когда они соберутся это сделать, им макет скажет: сори, все уже согласовано, все места заняты, да. Но мы решили попытаться узнать, да, хотя бы взять список этих мирных собраний. То есть, ну, если Акимат решил так вот поступать со своими гражданами, да, ну, хотя бы пускай делает это красиво и по закону. То есть мы запросили список названий этих собраний. Акимат отказался в медиативном соглашении указывать организаторов. И организаторов, и названия. Организаторов сказал, что это персональные данные. Но мы говорим, почему наименование-то нельзя указывать? Суд сказал, что, во-первых, они не обязаны по закону это делать, и, во-вторых, это может быть причиной конфликтных ситуаций. Ну, то есть, например, хочешь ты провести, да, он примерно так, что хотят провести мирный митинг представители ЛГБТ, а кто-то захочет их прийти, там, не знаю, побить, да. И вот чтобы таких ситуаций не случалось, они не будут людям говорить наименования и названия митингов.